На момент нашего приезда жители данного квартала терпеливо ждали нас на улице. Проблемы, беспокоящие их вот уже третий год, переполнила чашу терпения. Стайки, сооруженные когда-то ради удобств жителей многоэтажек, сегодня создают пожароопасную обстановку, портят внешний вид внутриквартальной территории. К тому же это место превратилось в мусоросвалку. Нерадивые горожане без всякого стеснения привозят сюда крупногабаритный мусор. Ой, эта история началась у нас, как написали эти объявления, что будут сносить. Это было в 2013 году. С 2013 года вот это безобразие у нас продолжается. Начали поджигать. Люди освободили эти стайки. Да. Для чего? Если они не могут убрать, так зачем тогда эти объявления повесили? Пусть бы они стояли, пришло бы время и убрали. Но этого бардака бы не было. Сами жители пробовали обращаться в вышестоящие инстанции с просьбой помочь решить наболевшую проблему, но до сегодняшнего дня вопрос оставался открытым. В последнее время стайки часто возгораются. Жители обеспокоены этим, ведь в случае ветра пламя может перейти на жилые дома. Мы уже здесь живем, знаете, 15-й год. В 2000 году нас заселили сюда. И начали. Теперь вот позавчера вон там горел, видели? Да. Вот там сгорело. Да каждый день почти поджигают и все. Там вот Да. горело, там вот горело. Да, ну там надо, это наша вот территория, наша. Вот. Я уже, знаете, девчата, говорю, пусть дома стоят, не сразу все их построят, Там пусть трудно их помочь, снесли превратили 3 эти дома, дома. пусть. Но вот этот мусор-то, вот эту стаю тоже уже ее уже подожгли половину, остальное подожгут. Людей, желающих видеть внутри своего квартала чистоту и порядок, можно понять. Среди них немало тех, кто отдает много сил и внимания благоустройству и строительству родного города. Когда же решится вопрос со стайками? С этим вопросом мы обратились к главному архитектору города. Реконструкция намечена на этот год. На 12 мая у нас назначено публичное слушание. И на этих слушаниях мы будем обсуждать проект планировки данного квартала. В этих проектах мы постарались учесть размещение новых домов, размещение проездов, детских площадок, размещение также парковок. Естественно, это все должно пройти обязательно с участием жителей. После того, как публичные слушания пройдут по этим проектам планировок, будет объявлен аукцион по продаже земельных участков под строительство этих жилых домов. Естественно, после уже проведения аукционов определится застройщик, будет утверждаться проектно-сметная документация и начнется само строительство. Ну а вообще вот по данному кварталу у нас в планах в этом году уже строительство начать. Снос 2 домов по Куйбышеву 2/6 у нас уже начат. Мы его планируем закончить в ближайшее время. И также по тем же стайкам, которые уже неоднократно они уже горели и создают такую очень неприятную ситуацию, мы постараемся в ближайшее время этот вопрос решить. Остается надеяться, что в скором времени проблема все же решится, ведь не за горами значимые мероприятия – 70-летний юбилей Победы и 60-летие города. А праздники принято встречать в чистоте и уюте. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.